Программа «Между тем». Я журналист Дмитрий Аргунов. Говорю вам здравствуйте. Правительство России предпринимает максимальные меры по обеспечению устойчивости экономики страны. Давайте разберем. По инициативе президента Кабмин вводит новую меру социальной поддержки. Речь идет о пособиях малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Размер выплат составит 50, 75 или 100% от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это от 6 до 12 тысяч рублей в месяц. Пособия будут назначаться с применением комплексной оценки нуждаемости. ФТС России будет быстрее предоставлять импортерам отсрочку по уплате ввозных пошлин. Такое решение принято для того, чтобы не допустить замедления товарооборота. Упрощен порядок подтверждения соответствия. Теперь каждую неделю на российский рынок выходит до 150 новых видов продукции. Ростуризм договорился с туроператорами и гостиницами об особых условиях на некоторые услуги и включил их в программу «Мы вместе. Туризм». Многие гостиницы и туроператоры при бронировании или покупке тура уже предлагают дополнительные скидки или услуги. Они помечены логотипом «Мы вместе. Туризм». В региональные фонды развития промышленности направят 4,3 миллиарда рублей на докапитализацию, что обеспечит поддержку промышленных предприятий в 77 регионах. Правительство субсидирует трудоустройство молодежи. В 2022 году на это выделено 7 миллиардов рублей, что позволит трудоустроить порядка 117 тысяч молодых людей. Также с марта введены гранты для молодых людей в возрасте до 25 лет на открытие собственного дела. В России появится собственная база образцов жизненно важных лекарств. Российские фармацевтические компании разработают эталонные образцы лекарств из списка жизненно важных. В 2022 году планируется начать работу по созданию не менее 300 образцов препаратов. На первом этапе на эти цели будет выделены 300 миллионов рублей. Это лишь часть тех мер, которые предпринимает руководство страны. Часть. На весь объем нашего формата не хватит. Увидимся.